67-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире одного из домов на улице Шамиля Усманова. Когда пламя охватило его квартиру и отрезало путь на улицу, мужчина вышел на балкон и стал просить о помощи. Но снять его не смогли даже приехавшие пожарные. Припаркованные у дома автомобили мешали развернуть автолестницу. Айрат Назипов узнал возможные причины пожара и как в огне чуть не сгорела родственница хозяина квартиры. Это непосредственно с квартиры. Помощь медиков потребовалась 67-летнему хозяину сгоревшей квартиры. Мужчину вынесли на улицу и на носилках погрузили в карету скорой помощи. 67-летний пенсионер надышался дымом и с признаками отравления продуктами горения был доставлен в 7-ю городскую больницу. Как рассказали очевидцы, когда загорелась квартира, мужчина вышел на балкон и стал просить о помощи. Сам выйти не мог, был отрезан огнем. Спасатели эвакуировать его с помощью автолестницы не смогли. Спецтехники мешали плотно припаркованные автомобили во дворе жилого дома. Тогда пожарные приняли решение прорываться в квартиру через дверь. К тому моменту весь подъезд был уже в дыму. На пострадавшего и двух его соседей с верхних этажей надели маски от дыхательных аппаратов и вывели на улицу. Остальные чуть раньше успели выбежать сами. Я выбежала на улицу, и девушка тут как раз мне попалась. Она в подъезд хотела зайти. У меня вот самого на счету денег не было. Я сначала маме позвонила, потом вот девушка помогла мне, вызвала скорую, не скорую, а пожарную. Соседи потом тоже тут выглянули, пожарную вызвали. В момент возгорания в квартире помимо мужчины находилась его племянница. Она рассказала, что причиной пожара стали действия его дяди. Я успела вовремя выбежать, только телефон взяла, и все, вот так вот. Он уже все везде в зале, все везде облил бензином. Вот меня даже, волосы мои даже облил бензином. Хотел меня тоже поджечь. Крыша поехал, походу. Огонь уничтожил большую часть квартиры. Что действительно стало причиной пожара, установят дознаватели. А в мотивах действий пожилого человека теперь, вероятно, будут разбираться медики и, возможно, правоохранительные органы. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.